Кадры с этим пингвином взяты из документального фильма о жизни императорских пингвинов в Антарктиде. На видео видно, как один пингвин отделяется от колонии и начинает идти в противоположную сторону от океана, вглубь материка, горам и ледяной пустыне. Для пингвина это крайне странно. Императорские пингвины жестко зависят от маршрутов миграции. Океан – это еда, колония – это тепло и защита, а горы Антарктиды – это практически гарантированная гибель. Когда это видео попало в соцсети, люди сразу увидели в нем не просто животное поведение. Пингвина прозвали «пингвин-нигилист», пингвин, который все понял, пингвин, уставший от системы. Его начали сравнивать с человеком, который устал от общества, давления и правил и просто уходит туда, где никто ничего не ждет. Мемы, философские подписи и шутки сделали этого пингвина отражением выгорания, одиночества и поиска смысла. Но правда ли за этим стоит нечто философское? Ученые объясняют это поведение намного прозаичнее. Иногда пингвины могут дезориентироваться из-за погоды, потерять визуальные ориентиры, испытывать стресс или болезнь, а также сбиться с маршрута из-за изменения льдов. Императорские пингвины ориентируются по солнцу, ветру и рельефу, и если эти ориентиры нарушены, птица может пойти в совершенно неправильном направлении. С точки зрения биологии, это не протест и не осознанный выбор, а трагическая ошибка навигации. И все же эта история продолжает цеплять, потому что, даже зная научное объяснение, мы все равно узнаем в этом пингвине себя. Иногда люди тоже уходят не туда, куда надо, делают шаг против логики, выбирают одиночество вместо толпы и идут в неизвестность, потому что по-другому не могут. Этот пингвин стал символом не потому, что он что-то понял, а потому что мы сами вложили в него этот смысл. Возможно, это просто пингвин, который заблудился, а возможно, самое честное зеркало нашего времени. Иногда даже ошибка заставляет миллионы людей задуматься. Подписывайся, дальше будет только интереснее.